Изменения и свежие краски в отделении почтовой связи Назрановского почтамта, расположенном в Альтиево, сразу бросаются в глаза. Здесь провели ремонт в рамках макропрограммы, направленной на развитие и переоснащение отделений почтовой связи в сельской и труднодоступной местности. Эта реконструкция ведет к расширению функциональных возможностей Почты России. Об этом руководитель управления УФПС Республики Ислам Гагиев подробно рассказал премьеру Владимиру Сластенину, открывая обновленное отделение. Полностью мебель обновлена, автоматизированы рабочие места. Особое внимание санузел, комната приема пищи обязательно должен быть наличие, то, что раньше не было. Автоматизировали компьютеры. Да. Все компьютеры. Техника в принципе, была обновлена, серверная обновлена, пожарная, система пожарная, противопожарной безопасности. Это все есть. Да. Ну, здесь контингент, сколько людей обслуживает? Здесь порядка 10 тысяч человек обслуживания, да. А пластиковой картой пользуются? Да, у нас совместно с Почтобанком же. У нас Почтобанк, да, Почтобанк, да. Мы представляем услуги Почтобанка. В рамках ремонта провели монтаж рекламно-информационного оборудования, потолочных, напольных покрытий стен, проемов, дверей. Подключены системы отопления, вентиляции и кондиционирования, провели канализацию, новую электропроводку, слаботочные системы. Установлено новое сетевое оборудование, оргтехника, мебель. Все оснащено в фирменном стиле. На самом деле помещение из того, что было, использовалось. Мы максимум выжили. Небольшое. Да, Там к 4 сожалению, да. больше. Ну, удобно, современно, красиво. Ну, поздравления. Молодцы, что освоили программу нашего президента. Кстати, Путина. отметить необходимо, в 2022 году первый в России завершили, что получили поощрение, и в 2023 году первый. Отделение оказывает почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Количество обслуживаемых клиентов порядка 11 тысяч, из них более 4 пенсионеры. И вся эта работа держится на штате из 6 человек. Это начальник отделения, оператор и 4 почтальона. Айшат Салсанова трудится здесь с 1979 года и не помнит на своем веку удобств, какие есть сейчас. Ахуш хотиш вихатан ган дата тхакаматтали. Хандган истол да язди мотикки. Чох паргатоют хохче. Техника цель ищем по почте бабища. Чох бяб. Саирин узбал хачалшди, вона бакди хогяри алецана ала хачваса. Конечно, и сами клиенты почтового отделения рады таким изменениям. Азозу субсидии иду. Письмыш иду, етха почте, етха юстер почт. Чуадик почты е, коллектив, чуадик коллектив е. Хосхана, тха письмо хада, хунезжо, корреспондент, тхамамад все хам хая, ахчада. Дикхет, хайла дикхет, йолуш дикхет, тхай почт. В рамках программы модернизации сельских отделений во исполнение поручения президента страны Владимира Путина обновлено и отделение почтовой связи в Яндере. Здесь также модернизация прошла по 2 направлениям – ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей. Почтовики делятся своими впечатлениями. Помещение почта пустое, безудобное. Поехал хорошо. В отделении обслуживают более 13 тысяч клиентов. По адресной программе «Доступная среда» в отделении созданы все условия, необходимые для пребывания здесь и оказания услуг инвалидам с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Владимир Сластенин, оценив новые условия, отметил, это настоящий праздник как для самих почтовиков и клиентов, так и для всей республики. Уже традиционно Почта Республики Ингушетия занимает всегда первые или вторые места по России, несмотря на количество. У нас было построено всего за последние годы 42 новых отделения и отремонтировано. Да, Сколько? 6. 6. Вот сегодня мы за один день открываем уже второе отделение в огромном, хорошем сельском поселении Яндере. Конечно, для людей намного приятнее прийти в чистое оборудованное помещение. Поэтому мы желаем, чтобы почта Ингушетии также продолжала работать и занимала так первые места. В почтовых отделениях, модернизированных в рамках госпрограммы, организованы пункты самоконтроля здоровья с наличием в них тонометров, пульсоксиметров, бесконтактных термометров для граждан. Развитие почтовой сети в регионе продолжается. С каждым годом актуальность и востребованность среди населения почтовых услуг на высокой отметке. Развитие, безусловно, это в первую очередь модернизация, продолжение программы, модернизация сельских отделений связи. То есть программа будет продолжаться, пока не будет завершено и модернизировано все сельские отделения связи. Это, конечно же, расширение
комплекса услуг и продвижения бренда почты на территории республики. Памятные фото с сотрудниками почтовых отделений и гостями торжественного мероприятия, которое войдет в историю нового почтового отделения. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Магаз 24.